Ярус второй, уже свод сведен, и очажная цепь висит. Здесь будет дни свои коротать семья в случае войны. Четвертый ярус, здесь сторожа, сменяясь у бойниц, встанут, и все 4 стороны света будут как на ладони. Только тот, кто думает о будущем, имеет историю, гласит ингушская пословица. Башня будет крепка, как наши горы крепки, и будет стоять во веки веков, как мир во веки веков стоит. Галгаи называют себя ингуши по имени одного из первопредков вайнахов. Кистами, дзурзуками названы они в исторических хрониках грузинских царств и Армении. Как легендарные гаргарейцы и амазонки, они известны всему свету из географии Страбона. Но впервые мы узнаем об этой земле из древнегреческого мифа о Прометее, принесшем человечеству огонь, похищенный им у богов. Здесь вздымается в небеса скала, к которой был прикован непокорный титан. Илли значит песнь о том, как построили башни. Одно из народных ингушских сказаний о реальном событии XVIII века передавалось из уст в уста более 200 лет. Тысячелетний ингушский язык сохранил и донес до нашего времени особое почитание галгаями огня, дара Прометея. И если вы захотите по-ингушски спросить, как ваше имя, это прозвучит от чьего-то огня. Если хочешь пожелать добра и удачи, пожелай огню гореть вечно. Так легенда, сказка, песня живет благодаря неиссякаемой мудрости языка и наполняет забытым истинным смыслом простые и привычные понятия.
Трижды землю поили молоком, трижды срывали грунт, и только когда земля отказалась пить, положили первые камни. 8 огромных гранитных глыб, образующих углы башни, и был каждый камень равен быку, а весом 8 быкам. Их привезли с вершины горы из-под голубого льда. Каждый камень везли 12 быков, ломая копыта от напряжения. Каждый камень тесали 12 дней 4 каменотеса, и камни стали равны, как стекло, и приняли нужный вид. Тогда 4, как горы седых старика, осмотрели, ощупали их. Каждый сказал: «Теперь хороши, ни порока, ни трещины нет». И каждый сказал: «Башня будет крепка, как наши горы крепки, и будет стоять во веки веков, как мир во веки веков стоит». И каждый сказал: «Мы землю здесь поили густым молоком, а камни эти, чтоб были крепки, напоим горячей кровью. Пусть свяжет кровь 4 угла, как род наш кровью связан, и этой связи не сокрушат ни смерть, ни вечное время». Был приведен баран, чья шерсть горных снегов белей, и рога, сделав дважды полный круг, были как копья остры. Тогда самый старый из стариков, рода старейший отец, взяв острый, как слово мудрого, нож перерезал баранье горло, и барана с перерезанным горлом подвел к каждому угловому камню. И кровь закипела из-под ножа, словно горный потоп бурля, и каждый камень был обогрен горячий, как солнце, кровью. Пусть свяжет кровь 4 угла, как род наш кровью связан, и этой связи не сокрушат ни смерть, ни вечное время. Пока в котле варился баран, была замешана известь, и было белой известью скрепленное красной кровью. Так был поставлен первый камень. После этого начали пир, на луг расстелив кошму, сделанную Пятимат и ее 6 дочерьми. Гость от Бога. Это непререкаемая истина для каждого горца. Кто бы ни был пришедший в дом, ему будет оказано уважение и внимание. Специально для гостя будет предложено лучшее место, будет приготовлен обед, причем горячий и свежий. У ингушей вообще в национальной кухне нет блюд, которые готовятся заранее. За исключением, может быть, вяленого курдюка. Но ничто не сравнится с нежнейшими чапелькиш, пышками с картофелем или сыром, обильно сдобренными топленым маслом и сердечностью хозяек. Этот вкус запоминается навсегда. Гостеприимство семьи Исрапила Чиниева из аула Пялинг убедило нас в том, что одна из лучших народных традиций жива и будет жить, пока живы настоящие горцы.
Постороннему в лабиринте многочисленных традиций древней ингушской культуры не мудрено заблудиться, но у ингуша есть немеркнущий ориентир – его предки. Отцы, так ингуши зовут всех своих праотцев, и каждый уважающий себя потомок обязан знать имена не менее 7 колен своих отцов, и не только имена, но и наиболее важные факты жизненного пути – судьбу семей. Незнание собственной родовой истории считалось и считается у ингушей признаком вырождения. Боевая фамильная башня – главный символ непоколебимости и мощи ингушского рода. Здесь камни башни – это мужчины рода, а известь, скрепляющая их – женщины рода. В далеком прошлом горские девушки и юноши, достигшие совершеннолетия, не могли свободно встречаться в повседневной жизни и запрещали обычаи. Ингушские влюбленные не были бы ингушами, если бы не нашли выхода из столь трудного положения. И вот девушка отправляется по воду, а у источника всегда можно переброситься парой слов, взглядов, совершенно случайно забредшим к ручью милым другом. Много счастливых мгновений помнят эти журчащие горные ручьи. Песня, которую они поют, о любви. Много не спала ночей Пятимат, лежа закрыв глаза. И проплывала в незыблемой синеве ее молодая звезда. Выше всех всходила на небосвод золотая ее луна, окруженная бесчисленным хороводом маленьких подруг звезд. Много дней старая Пятимат бродила по горным лугам, собирая цветы и травы, необходимо нужные ей. И вот наступил долгожданный день, весь заполненный солнцем. Трижды послав кошму на кошму и еще кошму, Пятимат сухой, как лапа орла, рукой вычертила снившийся ей узор. Нож пошел по кошме, хрустя, как плуг, по горному полю. Сон делался явью и зацветал пышнокрылым ковром долины. Дальше и дальше резала Пятимат, шепча свои сны и грезы, и все 6 ее дочерей кивали в такт головами. 6 девушек, иглы взяв, шили 12 дней, а старая Пятимат говорила им о молодости своей.
دغدي الخشدر يالي صباغش معي الله دغدي الخش خالد كبير يجلو تصدق يقطي بريالي صباغش معي الله يقطي خالد دشون يقبل الضال اسمي الله حما أشين وديشة صداغش معي رسدي زكارني اسمي الله حما أشين وديشة صداغش معي رسدي زكارني. Когда на 13-й день сшита была кошма, опустилась на глаза Пятимат, густая, как полночь, мгла. 8 юношей развернули кошму, сделанную старую Пятимат. Из кошмы глянула всем в глаза молодость Пятимат. Вот юности ее звезда раскинула 5 золотых лучей, и сама Пятимат молодой луной плавно плывет над ней. Плывет молодая луна Пятимат, и рядом плывут 6 звезд ее дочерей, плывут, сверкая огнями глаз. А вокруг них венок из худ худерень, и дорога из звезд легла, а дальше цветы, оленьи рога и зелень горных долин, и все это обнял горный закат горячей алой каймой. 130 джигитов сели вокруг по самой кайме как раз и смотрели на молодость Пятимат 260 глаз. Лишь только песня утихла, Ян встал и принялся за работу. Он взял 2 камня и, смазав их известью, ударил один о другой. И сразу 2 камня стали одним под сильной его рукой. «Известь готова», — сказал Ян, — «пора приняться за дело». Все ожило вокруг него, запенилось и зашипело. Крутился ворот от натуги скрипя, струной напрягался канат. Камни ложились один за другим, вздымался за рядом ряд, и казалось, что камень и известь между собой говорят. Так Янт работал, кипел и пел, яростью труда лют, и казалось, что камни под его рукой, гордые собой, поют. Верные мастеру и себе, что нам времени бег, мы будем служить тебе, любящий родину человек. Соединенные волей одной, на долгие годы мы станем незыблемой стеной и нерушимым сводом. Пусть бегут и бегут года, а башню они разобьются. Ты помни одно: уходит вода, камни остаются. Пройдет и этот, и будущий век, век за веком промчится мимо. Мы будем верны тебе, человек, верный родине милой. Работа кипела, и Янт горел в работе, не считая дней, и в небо вонзилась своей вершиной стройная песня камней. Чтобы проникнуть в прошлое, надо научиться слышать, о чем говорят камни. Убеждал нас Джабраил Чехкиев, ученый, археолог, посвятивший более 20 лет исследованиям Северного Кавказа, а в особенности Горной Ингушетии.
Сейчас мы оказались с ним у самых древних здесь, так называемых циклопических построек, которым более 2000 лет. Изумление ученых, впервые описавших эти сооружения, запечатлелось в самом термине «циклопические», поскольку трудно было представить, что подобные глыбы мог двигать кто-то кроме мифического одноглазого великана. Однако с XII по XVIII век ингушские мастера-строители закладывали такие камни в основание башен, при этом они не были великанами, но были мастерами. Они использовали горных буйволов как основную тягловую силу. Специально выдрессированные животные волоком притаскивали вытесанные блоки к месту строительства. Это одна из причин, по которым горные быки всегда были самой твердой валютой при любых расчетах. Подготовка к строительству могла занимать многие годы, но возвести башню мастер обязан был не более чем за 1 год. Это был всеми принятый, незыблемый закон. Ровно 365 дней шло строительство. Сейчас только в Горной Ингушетии сохранилось более 70 замковых комплексов и боевых башен, каждая из которых памятник древнего ингушского рода, а иногда и многих фамилий, восходящих к общему предку. Этот башенный аул Волнышки вызывает только удивление и восхищение. Сколько надо было сил, мастерства, какое надо было иметь мужество, смелости, чтобы на 2 остроконечных вершинах прямо у облаков возвести эти величественные долговременные башенные комплексы. Данные замковые комплексы, состоящие из боевых, жилых башен, заградительных стен, были возведены в XVI веке. Не случайно в нашем народе этот аул называют Поднебесным. История горцев вообще, а ингушей в частности, очень драматична. Будучи немногочисленным, но оседлым народом, вросшим навсегда в землю своих предков, они были вынуждены постоянно противостоять более многочисленным племенам, ведущим кочевой, а порой и захватнический образ жизни. Поэтому горы для ингушей были крепостью. Красота и гармония их башенных аулов, которую мы особенно ценим сегодня, лишь живое подтверждение талантливости народа, но не причина их возведения. Здесь строительное искусство развивалось во имя сохранения жизни, спасения и защиты от врага. Названия ущельям и селениям даны по имени самых первых поселенцев. Сейчас мы в ущелье Аздой-Мохк, то есть на родине Аздоевых. Святится
Мы находимся в оригинальной поминальной камере наземного склепа башенного поселения Мяшхи. У ингушей есть выражение: человеку при жизни нужна башня, после смерти склеп. Здесь наверху заседали старики, старейшины, живые. Они принимали по довольно сложным вопросам решения. Принять они должны были бы одно решение и самое верное. И здесь как бы усопшие, те предки, которые лежали внизу, они помогали, советовали им принять наиболее верный шаг. Произнесенная здесь клятва считалась священной. Здесь же, вот вы видите, на большом камне находятся оригинальные знаки народного календаря. Именно по этим знакам мудрые старейшины, знатоки небесных явлений и природных явлений определяли времена года. Ну, это своеобразный был народный календарь. Эти боевые башни имеют 5 этажей и оригинальное завершение в виде зубцов, на которых располагались конусовидные камни. В хронологическом порядке они относятся к началу 17 века. Это труднодоступный башенный замковый комплекс Гянт. В переводе с ингушского он означает «дальний». В этом небольшом замке некогда обитал храбрый и мужественный воин по имени Аттик. У него были 2 жены, красавицы, которые постоянно спорили между собой. Кто же из них больше любит этого знаменитого воина? С тех пор ингуши зовут этот замок замком 2 соперниц. В расположенном рядом замковом ауле Нить стоит самая высокая башня в Ингушетии, высотой более 32 метров. Почти все башни здесь украшены солярными знаками, символика которых восходит к древнейшим знакам птицы благодати, крестообразно раскинувшей свои крылья. Как крест, этот символ был признан основным в христианстве, а в ингушской строительной традиции служил знаком, оберегающим башню и ее жителей от бед. Замок Баркин – родина строителей башен. Строгие законы, принятые средневековым ингушским обществом, запрещали строителям, живущим в Баркине, строить боевые башни с пирамидальной крышей. Подобные ограничения могли быть вызваны разными причинами, но однажды принятые условия общежития почитались свято. Строители башен были людьми очень высокочтимыми в обществе. Убийство строителя было одним из самых тяжких преступлений. Искусство строительства было семейной тайной, знание передавалось от отца к сыну, поэтому народ очень высоко ценил людей, обладающих таким важным для него умением и мастерством.
Это фамильное святилище знаменитых мастеров каменного зодчества Баркинхоевых. Неоднократно осенью, весной, летом местное население здесь собиралось, делало пышные жертвоприношения. Здесь же происходили моления о благополучии своего рода. Это святилище было посвящено божеству-покровителю города мастеров Баркинхоевых. Знаменитые мастера из этого селения построили многочисленные боевые, полубоевые и жилые башни в горной зоне не только Ингушетии, но и соседней Грузии и Северной Осетии. Отныне не будет тайн у нашего народа. Для будущего не умрут легенды, трагедия, победы и любовь. Знак времени иной, иная жизнь течет. Кто пристально глядит, тот видит очень много. Кто слушает, с тем время говорит. Мне удлинили годы старики, они меня водили в день вчерашний, в день завтрашний уходим вместе мы. Автор романа «Из тьмы веков», прекрасный ингушский писатель Идрис Базоркин, сделал Игикал местом основного действия романа. Здесь, на своей родине, писатель был похоронен после смерти. Из этого же селения вышли известные ингушские фамилии Калоевых и Аушевых. Когда в ингушской семье рождается ребенок, многочисленные родственники спешат поздравить счастливых родителей и одарить новорожденного. В средневековой горной Ингушетии, если рождался мальчик, то лучшим подарком был камень. И на подворье новорожденного постепенно возникала целая груда подарков, которые к совершеннолетию юноши становились самым желанным колымом для невесты. Если же рождалась девочка, отец ее закладывал известь в яму и начинал ее гашение. Ко времени сватовства и замужества девушки известковый раствор будет самым дорогим приданным. После свадебного торжества молодожены оказывались обладателями строительного материала для собственной башни. Магад-Джел, пастушья башня. Называется это удивительное строение, втиснутое между скал. В нем жили, оборонялись, пережидали нападения пастухи, оказавшиеся со своими стадами вдалеке от родных аулов. А вот о вмешательстве мистических сил в процесс строительства в одном из самых красивых аулов Ингушетии расскажет Джабраил Чихкиев. Перед вами средневековый башенный аул Лялах.
Большой интерес в этом ауле представляет крайняя боевая башня, не имеющая ступенчато-пирамидальное венчание. Старожилы сообщают, что когда мастер-строитель уже воздвиг крышу и ставил завершающий, венчающий всю постройку конусовидный камень, кобл-кир, как у нас в местах называется, благословенный камень. Трижды он пытался его поставить, и трижды крыша не выдерживала и рушилась. И жрецы решение приняли, что сам Всевышний не разрешает ставить завершающий камень. Башня осталась незавершенной, и в ней никто не жил. Боевые башни строились 5-6-этажными. Вход в башню сразу на второй этаж находился на высоте нескольких метров, и в случае опасности вся семья поднималась по лестнице, лестница убиралась внутрь, вход запирался прочными дверьми, и начиналась оборона. Во все стороны направлены узкие щели бойниц. Второй этаж отделялся от верхних специальным каменным сводом, всего с одним небольшим отверстием, которое служило и дымоходом, и лазом на верхние сторожевые боевые этажи. Каменный свод нельзя сжечь, как деревянное перекрытие, и поэтому бой мог продолжаться даже после того, как враг проник на нижние этажи башни. Замок Ляжг в Джейрахском ущелье находился в непосредственной близости от Дарьяльского прохода и был форпостом ингушских обществ. Необходимо заметить, что высота, на которую строители поднимали свои 5-6-этажные башни, была обусловлена еще одним фактором. Башни позволяли осуществлять визуальную связь со всеми поселениями ингушей во всех ущельях. И весть о нападении неприятеля на один из аулов за несколько минут облетала всю небольшую горскую страну, и всадники мчались ото всех обществ на помощь землякам. А замок Ляжга особенно интересен тем, что в нем, прямо внутри замка, находится специально оборудованный родник с питьевой водой, позволявший стойко выдерживать длительную осаду. Высоко в горах люди нашли гнездо орлицы, а рядом они построили аул и назвали его Эрзи – Орел. Сейчас мы находимся вблизи средневекового замкового мощного комплекса известной ингушской фамилии Яндиевых. Именно здесь проживал знаменитый искусный мастер Ян. Именно отсюда идут истоки этой фамилии. Эту башню построил после смерти Янда также именитый мастер-строитель, его сын Эсмурза. В конце XVIII века в этом оригинальном и уникальном ядрообразном мавзолее и был захоронен знаменитый строитель башенных сооружений Янд. К сожалению, не только любовь гнездилась в горах Ингушетии. Вела свои гнезда здесь и вражда, и ненависть. Строителю, который возводил башню в селении Марчи, завистливый сосед предложил построить ее с изъяном, чтобы она рухнула. Просил, подкупал, угрожал. Строитель отказался совершить преступление. За это он был убит прямо во время работы.
Продолжать такое строительство больше никто не мог, и хозяину пришлось отказаться от своего намерения. Кроме того, теперь он был обязан взять на себя содержание семьи погибшего строителя. Как и весь уклад жизни ингушей, так и история их верований полна своеобразия и непохожести на другие народы. Здесь причудливо переплетаются, не мешая друг другу, а взаимодополняя периоды архаичной языческой веры и родового тотемизма, своеобразного горского христианства с XII по XVI век, затем снова возврат к традиционным верованиям предков. Эта плата является уникальным для нашей республики. Сюда сходились Евлоевское, Кярское ущелье. Здесь пролегала боковая ветвь Великого Шелкового пути. Его своеобразно можно назвать сердцем Ингушетии. Всем известны легендарные сюжеты о знаменитых и легендарных девах, воительницах, амазонках, которые совершали набеги, сражались. Здесь вместе тоже есть примечательная поляна амазонок. Именно на этом плато с древнейших времен до начала 19 века нашего столетия происходило обучение, игрища и различные состязания дев-воительниц. Именно здесь их обучали владению холодным и огнестрельным оружием. Здесь происходили скачки, здесь происходили торжественные девичьи мероприятия. Мы находимся в интересном храме-святилище Диалиты, которое почиталось у окрестного населения, начиная с 16 и кончая 19 веков нашей эры. Интересно, что в этом святилище чередовались две религии, как язычество, так и христианство. Здесь на протяжении ряда веков происходили пышные празднества и жертвоприношения. Оно являлось родовой святыней известных ингушских фамилий Картоевых, Парагульговых, Джамбулатовых, Дашлаклоевых, Аушевых, Колоевых и других, которые проживали в окрестных башенных поселениях. Древнейший языческий храм в Ингушетии – практически недоступная пещера сновидений, находящаяся на самой вершине Цейлом, Красной горы. В ней одну ночь в году ночевали юноша и девушка, избранные обществом и жрецами. Только они входили в эту пещеру, украшенную деревянными изваяниями богов языческого ингушского пантеона, ночевали в ней, а утром, спустившись к ожидавшему их обществу, остававшемуся у святилища Диалиты, ниже по склону, рассказывали жрецам увиденное во сне. На основании этих рассказов жрецы пророчествовали, раскрывая ингушам ближайшие события предстоящего года. Здесь на протяжении многих веков находились, собирались наиболее уважаемые, мудрые и знатные старейшины ингушского народа. Они только имели право зайти вовнутрь этого христианского храма. Храм сам был воздвигнут в XII веке. Четырежды он перестраивался.
Возведен он был как христианская базилика, но в процессе исторического развития здесь же исполнялись языческие обряды и христианские обряды. Именно здесь находился духовный центр всего народа. Первую попытку привить христианство на земле Галгаев предприняла грузинская царица Тамара. По ее повелению был построен храм Тхабаерды и назначен настоятель храма. В течение 3 столетий представители ингушской фамилии Евлоевых были священниками храма. До сего дня в храме сохранилась купель, вырубленная из цельного камня, алтарный каменный крест. Есть на нашей планете сокровенные уголки, потаенные долины, которым несут нас наши мечты о красоте. Места, о которых мы знаем с самого детства, не подозревая об этом. Это наша всемирная Родина. И понимаем мы это, только попав сюда и ощутив себя дома. Может быть, именно поэтому все светлокожие граждане Соединенных Штатов, заполняя графу расовой принадлежности, пишут «Кавказец». Вообразите, Ноев ковчег – наша колыбель, Кавказ – наша общая прародина, и все мы кавказской национальности. Вот такие дела. Салман Азиев. Имя человека. Перед историей человечества жизнь одного человека – мгновение. Как же остаться, увековечиться, чтобы не исчезнуть в бездне забвения? Важно в исканиях своих не запутаться, знать, для чего стоит жить и бороться. Тот, кто живет для себя, позабудется, тот, кто живет для людей, остается. Если на битву, пойдя справедливую, пал ты в жестоком бою за отчизну, в небе над гор белоснежную гривою звездами вспыхнет тропа твоей жизни. Если, жалея себя, а не родину, ты уклонился от долга святого, путь твой во мраке опасливо пройденный не удостоится доброго слова. Имя героя на камне чеканится, имени труса ни славы, ни чести. Доблестно павший в живущих останется, жалко дрожавший исчезнет без вести. В 1919 году, спасая из-под артиллерийского огня своего раненого друга, 18-летний Салман потерял слух. Такова была цена дружбы, и он ее заплатил. А спасенным был родной дед Джабраила Чехкиева. Он-то и познакомил нас с этим человеком, которому обязан своей жизнью. Дерево изобилия. Солнце восходит над горной грядой, в путь устремляется день молодой, мир избавляя от сумрака серого. Если планета похожа на сад, видит в нем солнце приветливый взгляд СССР, изобилие дерева. Корни его в глубине времен, ствол его прям, к небесам вознесен, ветви плодами на диво украшены, каждая ветвь — это целый народ. Песню листва под ветрами поет, словно оркестр, многозвучный и слаженный.
Он никогда не слышал, как читали его стихи, но писал их. Он стал признанным знатоком ингушских традиций и собрал самый обширный в Ингушетии родовой архив. О чем думает, чем обеспокоен сегодня ровесник уходящего века Салман Исмаилович Азиев? Сейчас, впервые за всю историю ингушей, создается наша государственность. И если лучшие стороны древних родовых традиций будут применены для устройства республики, не прервется связь времен. Но мудрость предков жива лишь для тех, кто знаком с ней. А ведь нередки случаи, когда люди говорят: «Я не знаю, кто мой дед». Поэтому так необходимо составить генеалогию своего рода, включающую всех его членов, даже маленьких детей. Стоит лишь взглянуть, например, на это древо, и становится ясно, какой путь прошел тейп Горбакова. Кроме своих тейпов, я еще знаю генеалогию Мальсаговых, Идзижевых и многих других. Каждый человек должен хорошо знать свой род, своих предков. Знание жизни предков позволяет человеку жить, поддерживая высоко их славные обычаи и дела. Благородство предков должно стать примером для потомков. Если нет, то ты не сын своего отца и не член рода. Новым поколениям совершенно необходимо осознать свое происхождение, узнавая не только имена, а пытаясь понять, чем жили, к чему были устремлены, чего смогли добиться предыдущие поколения, и через это знание приблизиться к пониманию собственного предназначения и смысла происходящих в собственной жизни событий. Тот, кто пробовал в этом разобраться, знает, насколько нелегко бывает в начале. Но опыт отцов тем и ценен, что предостерегает от поиска легких решений в обход чести. В ряду ингушских тейпов особо выделяются тейпы, вышедшие из селений Игикал, Хамхи и Таргим. Среди них особое место занимает тейп таргимхоевцев Мальсаговых. Этот древний ингушский род насчитывает более 30 поколений. Малсак в переводе с ингушского означает «человек солнца». Наверное, поэтому люди этой фамилии, как первые лучи на рассвете, всегда оказывались среди первопроходцев. Основатели первых ингушских поселений, на месте которых впоследствии возникли Владикавказ, Назрань, из Мальсаговых. Создатель ингушской письменности, первый ингуш-профессор, создатели первой национальной газеты и музея, из Мальсаговых. Из 4 башен, сохранившихся в Таргиме, одна башня Мальсаговых. Здесь, у своей родовой святыни, собрались Мальсаговы, чтобы начать работу по восстановлению средневекового замка своих предков и созданию в нем родового исторического музея. Издавна ингуши о силе или слабости фамилии судили по количеству котлов, которые выносились на фамильный сход. У Мальсаговых всегда было много котлов, фамилия эта многочисленная. Но не только и не столько этим она интересна. Родовой сход – серьезное и важное событие, на котором старейшины этой многочисленной фамилии, насчитывающей сегодня около 20 тысяч человек, живущих в разных селениях Ингушетии, могут обсудить насущные проблемы рода, определить ближайшие задачи своей молодежи, потребовать отчета за выполнение намеченных ранее планов. Авторитет старейшин рода неоспорим. В трагическом 1944 году
были выселены из аула Таргим его последние жители, а многие строения взорваны. Народ пытались лишить его родины, и 13 лет ингуши рассказывали рождающимся на чужбине детям о башнях, горах, реке, а потом везли через всю страну чемоданы с останками умерших в изгнании родственников, чтобы положить их в родную Кавказскую землю. Возвращаются к своим корням ингуши. И, конечно, среди первых Мальсаговых. Здесь небольшой камешек находился и какой-то проем туда фиксировался. Когда же я камень снял, и здесь появился тайничок. В тайничке сначала была вот так на бок поставлена чаша. Вот эта серебряная чаша, богатая орнаментацией, ручной работы, вот из серебра сделана. Она обычно при особых торжествах, которые происходило здесь, старейшины, самые мудрые старики, выносили ее, наливали в нее тот же наш знаменитый яй. Каждый делал глоток и передавал другому, по кругу старейшины приобщались там к этому святому, как они говорят, посланию своих предков. И второй находилась вот эта очажная цепь, которая испокон веков святой считалась и у ингушей. Любой кровник твой, если пробирался в башню твою и хватался рукой за эту цепь, он должен был не только быть прощен, но он становился твоим братом. Обнаруженные Джабраилом Чехкиевым, чудом уцелевшие священные для всякого ингуша предметы, для Мальсаговых значат очень много. Ведь очажная цепь – это символ вековой связи с ушедшими родичами, а чаша – символ единой родовой судьбы. Старейшинами в ингушском роде считаются все те, кто своим возрастом, мудростью и справедливостью снискал себе доверие родичей. Но единовластие и подчинение всех родственников кому-то одному совершенно чуждо родовому быту горцев. Каждый на сходе имеет право голоса, собственного мнения, но особое внимание к словам старших. Гордиться своими предками может только человек, достойный их благородства. Благородство – это долг перед всеми ушедшими поколениями. Поэтому так важно беречь родовые традиции благородства, беречь лучшее из того, что у нас есть. Как только это лучшее, но трудное станет для нас лишним, мы перестанем существовать. Прежде всего, мое слово к нашей молодежи. Слово это благодарственное, я смог увидеть и прикоснуться к священным родным камням Таргима благодаря молодым. Спасибо им! Но еще большая благодарность будет им воздана, когда смогут они воплотить в жизнь прекрасное дело – создать музей рода Малсага из Таргима. Пробитая сабельными ударами и пулями, распластавшаяся на камне кольчуга, состоящая из 8000 стальных колец, каждая из которых накрепко скреплено с 5 другими, вдруг неожиданно превратилась в осязаемый и ясный образ мальсаговской сплоченности, неразделимости и единства. Наверное, это и станет главным, что увидит гость будущего музея. Все происходящее было наполнено покоем и взаимным уважением, и становилось понятно, чему, собственно, учится молодежь у старейшин – достоинству быть человеком.
Мы видим эти каменные башни, это наша история, и мы приложим силы для ее сохранения. Но нашей молодежи нужно понять, что башня, которую предстоит построить им, это не каменная башня. Пытаться построить каменную башню – это значит стоять на месте, она у нас уже есть. А двигаться дальше нужно через науку и образование. Ваши знания и образованность станут новой духовной башней нашей фамилии. До начала 20 века у ингушей не было своей письменности. Создателем ее стал Мальсагов Заурбек Куразович. Учись так, словно никогда не умрешь, живи, всегда готовый к смерти. Эта ингушская пословица, опубликованная Заурбеком Мальсаговым в одном из разделов его грамматики ингушского языка, могла бы стать эпиграфом ко всей его жизни. Выдающийся ингушский просветитель и ученый-энциклопедист Заурбек Куразович Мальсагов в 21 году разрабатывает проект ингушского алфавита. В 23-м, будучи народным комиссаром просвещения Горской республики, основал первую ингушскую национальную газету «Сердало», что означает «свет». В 25-м выходит его грамматика ингушского языка, ознаменовав рождение ингушской письменности. А с 30-го он директор Чечено-Ингушского института истории языка и литературы. Среди его научного наследия фундаментальные труды по кавказоведению, войнахской лингвистике. Именно Мальсаговым в научный оборот были введены сами понятия «войнах», «войнахский народ», которые сегодня всемирно признаны. В начале 30-х уже больной он продолжает регулярные экспедиции в труднодоступные районы. Вот несколько строк из его дневников. «Усталость дает себя знать, мы были в седле 8 часов. Бука начинает жаловаться». Бука, 9-летний сын Заурбека Куразовича. «Я свалюсь, папа, когда же мы приедем?» И, кажется, пускает втихомолку слезу. Позже Адиль-Гирей, тот самый Бука, который пускал втихомолку слезу, один из первых уйдет на фронт и в 43-м году погибнет на Курской дуге в свои неполные 19 лет. А пока, 26 августа 1932 года, Заурбек Куразович запишет: «Красота до полудня, доброта до смерти. Войнахская пословица». Поговорка «сын за отца не ответчик» никогда не могла бы появиться у ингушей. Доказательством тому многолетний упорный труд детей и внуков Сазырко Артагановича Мальсагова, которые смогли не только выжить, но отстоять честь отца и деда, добились его реабилитации, перевели на русский язык и издали на родине книгу свидетельства несгибаемости этого человека. Адские острова. Книга офицера царской армии, кавалера боевых орденов Сазырко Артагановича Мальсагова, участника единственного удачного побега за всю историю северного лагеря особого назначения. В 1922 году, в честь 5-й годовщины октября, Совет народных комиссаров объявил полную амнистию для всех противников советской власти. Отведите его в камеру, и пусть там ему покажут амнистию. И действительно, они показали. 2000 матросов из Кронштадта были расстреляны в 3 дня. Запах разложившихся тел отравлял воздух на километры вокруг. 3/4 жителей города Холмогоры оказались не в состоянии выносить это и покинули свои дома. Чекисты практиковали следующий метод. Они входили к заключенным, указывая на избранные жертвы, произносили 1, 2, 3. 1 значило, что заключенный будет расстрелян в тот же день, 2 завтра, 3 послезавтра. В 1921 году 4000 бывших офицеров и солдат армии Врангеля погрузили на борт баржи и затопили судно в устье Двины. Соловецкий монастырь – один из самых древних и почитаемых в России. Осенью 1922 года все деревянные здания на территории монастыря были сожжены, большевики уничтожили всех монахов, начиная с настоятеля, разграбили сокровища, оклады икон были выкрадены, иконы изрублены топорами, древние здания превращены в груду развалин. Чекисты огородили монастырь колючей проволокой, полуразрушенный Кремль стал главным управлением «Слон» северного лагеря особого назначения. Особое назначение же имеет своей целью сделать заключенных лучше и помочь им стать полезными гражданами Республики Советов. Провинившегося заключенного перебрасывали на секирку на срок от 2 до 6 месяцев,
Арестант получал ежедневно полфунта хлеба и кувшин воды. Все окна и двери пещеры были завинчены, заключенный полностью отрезан от внешнего мира, темница не отапливается. Когда срок наказания истекает, там обычно застают лишь насквозь промерзший труп. На комаров, популярная среди соловецких чекистов разновидность наказания. Заключенного раздевают до нога, заставляют встать на специальный камень и не двигаться. Комары моментально покрывают все тело, пытка длится несколько часов, слабые погибают. Я и 4 моих друзей, разоружив конвой, покинули Соловецкие острова 18 мая 1925 года. Пересекли границу между Россией и Финляндией через 36 дней. Всевышний чудом избавил меня от этого ада, и я считаю своим священным долгом поведать миру о том, что я видел и через что прошел. Эти заметки, конечно же, не претендуют на художественное совершенство, стилистические прелести и исчерпывающую полноту. Я воспринимаю их как свидетельство очевидца, который говорит правду и только правду. И если мое свидетельство будет признано как часть гигантского обвинительного приговора, который русский народ, все человечество, история и Бог без сомнения предъявят советской власти, я буду считать свой долг выполненным. Вышедшая в Лондоне в 1926 году книга Созерко Мальсагова, ставшая одним из первых свидетельств о тщательно скрываемых большевиками преступлениях, была внимательно прочитана в Москве и признана весьма несвоевременной. Для автора навсегда был закрыт путь домой, поскольку он снова был приговорен к смерти. Внучка приговоренного, Марьям, так описывает вторую часть Одиссеи Созерко. Моя бабушка Леби Шахбулатовна Мальсагова осталась соломенной вдовой в 26 лет. Супружество ее продолжалось 7 лет. Она вышла замуж за Созерко Артагановича Мальсагова в марте 1917 года. До 1957 года вся ее жизнь была сплошным скитанием. В конце 20-х годов, получив последнее письмо от мужа, на полях которого стояли пометки, обозначавшие смерть адресата, она с 2 маленькими девочками уехала из села. Жила в Владикавказе, Баку, Грозном, потом в разных городах Киргизии, куда была выслана вместе со всеми ингушами в 1944 году на вечное поселение. Бедствуя, трудясь, скитаясь, они, тем не менее, выжили. Вопреки прогнозам одного капитана НКВД, кричавшего маме: «Вы все равно подохнете, ваша мать, сестра и вы сами, потому что вы враги советской власти. Все когда-нибудь должны умереть, но никогда не делай такого, чтобы люди плюнули тебе во след», сказала своей старшей дочери Леби Шахбулатовна, когда той поступило предложение стать осведомителем НКВД. Мама стала инженером, тетя врачом. Так было прожито 30 лет. И вот письмо от деда в начале 60-х. Тетя Мадина к тому времени руководила поликлиникой номер 6 в Грозном, и в переписку с отцом вступила она. Написала отцу 5 писем, за что и была освобождена от должности главврача. 14 писем деда к семье хранятся у нее. Письма эти — свидетельства страшной трагедии, разметавшей семью по свету, но не уничтожившей ее. До смерти деда бабушка, молясь, всегда просила у Бога здоровья своему мужу, облегчения его участи на чужбине. Я думаю, что как женщина она где-то в глубине души испытывала некое удовлетворение от того, что ее Созерко не женился. Но как истово верующая мусульманка, она, безусловно, сожалела о его одиночестве, говоря: если бы он женился, ему не было бы так трудно, у него была бы жена, еще дети. Он оказался несчастливее меня, потому что на старости лет никто не подал ему стакан воды с любовью. На могиле бабушки в селе Альтиево на родовом кладбище Мальсаговых, где мечтал быть похоронен им дед, стоят 2 скромных надгробия — Созерко и Леби Мальсаговых, встретившихся после всех земных испытаний через 56 лет. Их разъединила стихия и соединил Бог.
История жизни отдельного человека говорит о жизни целого народа порой красноречивее самого искушенного летописца. Примером таких судеб стали для нас, ингушей, судьбы некоторых людей из рода Мальсаговых. 1944 год. Варшава. Палата больницы. На узкой солдатской койке, приподнятой на подушках, полусидит старик. Повязка, стягивающая его голову, почти закрывает глаза, он абсолютно неподвижен, только скупо шевелятся губы, и едва слышно звучит спокойный голос. Никто в палате, кроме молодой женщины, сидящей рядом с больным, никогда не узнает, о чем рассказывал, о чем просил умирающий. Они говорили на языке, неизвестном врачам и персоналу. Хотя за годы войны речь многих народов звучала здесь. Просьба старика удивила бы многих, если бы они смогли ее понять. Он просил похоронить его по мусульманскому обряду, но обязательно в специальном деревянном ящике. И сознавая, что необходимо объяснение, подробно и настойчиво убеждал женщину помочь ему и его родственникам, которые обязательно приедут за ним и увезут на родину. И вот только тогда станет всем ясно, зачем нужен ящик. Старик говорил по-ингушски, его звали Сафарбек Мальсагов, слушала его и потом, выполнив его просьбу, рассказала об этом разговоре Джинет Джебагиева-Скибневский. В 1996 году, спустя 52 года, родственники генерала Сафарбека Таусултановича Мальсагова, выполняя его волю, приехали за ним, и предсказанное в 1944-м сбылось в точности. История жизни Сафарбека Мальсагова величественна и трагична. Это история человека чести, истинного офицера. В первом конном дагестанском полку он прослужил без малого 40 лет, от поручика до генерала, командира полка. Достигший почти 50-летнего возраста в звании полковника и командира Осетинского конного дивизиона, в 1914 году он впервые в жизни участвовал в крупнейших за всю историю кавалерийских сражениях Первой мировой войны. За отличие в боях уже спустя 4 месяца полковник Мальсагов становится командиром Дагестанского конного полка. Конную атаку 6 дагестанских сотен лично возглавил полковник Мальсагов. В ней они соединились с Кизляро-Гребенским полком. Совместную атаку не смогла остановить и цепь пулеметов на 3-й линии обороны противника. Громкую и заслуженную славу среди боевых товарищей обрел полковник Мальсагов. В середине боя, близко разорвавшимся снарядом, под ним убило коня. Но оглушенный взрывом полковник ни на минуту не покинул поле боя. Под ним был сражен еще один конь. Но полковник продолжал бой и вышел из него без единой царапины. За героизм и мужество, проявленные в тот день, он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Войну генерал Мальсагов завершил на Западном фронте и не покинул его до последнего дня существования армии, до лета 1918 года. Весной 19-го, после долгих колебаний, генерал принял предложение командующего Южно-Русской добровольческой армии генерала Деникина занять должность военного правителя Ингушетии. Однако после антиденикинского восстания июня 19 года, понимая, что предотвратить братоубийственную войну он не в состоянии, Сафарбек Таусултанович подал в отставку. Непонятый и фактически отвергнутый у себя на родине, он продолжал служить в штабе добровольческой армии и после ее поражения эмигрировал во Францию. С 1928 года генерал Мальсагов жил в Польше по просьбе графа Пусловского. Еще в 14 году генерал своим приказом спас от разрушения старинную усадьбу польских аристократов Пусловских. А в 1928 году граф Пусловский разыскал в Париже генерала и предложил ему переехать в Польшу, чтобы на правах члена семьи поселиться в спасенном имении. У Пусловских было 2 сына, и Сафарбек обучал их верховой езде, был учителем джигитовки. После начала Второй мировой войны генерал отказался уехать из оккупированной Польши, работал в Международном Красном Кресте, помогая землякам, попавшим в фашистский плен. Некоторые из спасенных им от гибели в Майданике встречали его на родной Кавказской земле. Офицерское сословие есть благороднейшее на свете, так как его члены не должны стремиться ни к выгоде, ни к приобретению богатства или других земных благ.
но должны оставаться верны своему высокому, святому призванию, руководствуясь во всем требованиями истинной чести, сосредоточивая все мысли и чувства на самоотверженной преданности Отечеству.
отдавая должное своим отцам и благодаря им, занимают свое место в жизни Мальсаговы. Они большая поддержка и большое богатство ингушей. Но размышляя об исторической судьбе нашего народа, я вновь и вновь возвращаюсь к главному, к нашей республике. Сегодня, когда мы Божьей милостью вернулись на родину, занялись строительством своей республики, главное – согласие и дружба. От него зависит наше благополучие и процветание. При этом очень важна поддержка человека, стоящего во главе государства, всемирная поддержка его начинаний. Наша обязанность – молодых и старых, хороших и нехороших, не жалеть сил и времени во имя строительства и процветания своей республики, на создание и укрепление нашей государственности. И дай нам Бог в этом силы и удачи. И вот 365-й день, проснувшись, открыл глаза, сразу же хлынула дню в глаза просторная синева, вместе с рассветом проснулся Янт, легко заскрипел ворот, Янт поднялся на башню, и у его ног расположились горы. В последний раз напрягался канат, бесконечный, как человечья память, в последний раз ворот скрипел и пел, поднимая последний камень. Закончена песня труда и камней, выше уже нельзя. Над самою головой легкие облака плавно плывут, скользя. Садится солнце, и, пересекая Джейрах, башня бросает тень. Так стал последним замковым камнем 365-й день.